находится у нас чуть больше 500 в ней, поэтому ребятки ходят, занимаются в 2 смены. Ну и большой процент от населения как раз-таки составляет у нас ребята до 18 лет. Ну и вообще все, что у нас в городе построено более 5 лет назад, считается таким старьем, поэтому сейчас мы с вами въезжаем в жилые корпуса старого образца. Это у нас 6-этажные здания, под землей на каждые 2 дома находится парковка, ну а первые этажи у нас занимают магазины, рестораны, парикмахерские, бары. Вон как раз таки сюда и ходим закупаться продуктами. Можете посмотреть с правой стороны, сейчас мы потихоньку проезжаем первый супермаркет нашего города, Бэхэтлен. Раньше здесь вообще ничего не было, ездили точнее закупаться продуктами в Казань. Ну и сейчас справа проезжаем большое такое зеленое здание. На первом этаже у нас там находится отделение полиции. У нас в городе сидит целый один участковый. Но, честно говоря, у нас просто замечательно с безопасностью, поэтому частенько выезжает за пределы нашего города, а работает по Верхнеуслонскому району. Ну и можете заметить, потихоньку открываются такие магазины не особо важные, не первой необходимости. Например, пекарни, эко-маркеты. То есть не в первую очередь нужно было их строить, но вот приятно, что город расширяется, и все больше и больше магазинчиков у нас здесь появляется. Также кафе, рестораны. Вон с правой стороны проехали коммуналку, место, где можно сначала попить кофе, а потом за него уже заплатить. Ну и да, можете посмотреть налево, увидеть белую надпись на черном фоне Big Boss Cafe. Это у нас там внутри находится кофейня, которую открыл 16-летний школьник нашего города. Зовут Герман. То есть, видите, не только совершеннолетние помогают городу развиваться в лучшую сторону, но и ребята до 18 лет. Ну и говорил вам, что проезжали жилые корпуса старого образца, значит и нового. Что же должны быть? Вон по левую руку виднеются жилые корпуса нового образца, построенные 2 года назад. Первый этаж занимает парковка, но на втором находится пандус с детской площадкой. То есть у нас всегда парковки с площадками на разных уровнях, чтобы было немножечко побезопаснее. Опять вон у нас беспилотник поехал, пропускает пешехода, он тоже едет у нас без водителя, значит работает как такси. Он сейчас будет проезжать, поворачивать, можете на него посмотреть с левой стороны. Ну и справа виднеется IT-лицей нашего города, то есть лицей-интерната, где ребята у нас учатся с 7 по 11 класс. Территория огорожена зеленым заборчиком. У них на территории есть бассейн, есть футбольное поле, баскетбольная площадка, место, где можно покушать. То есть можно даже не выходить за пределы этого заборчика. Но, конечно, на выходных они к родителям тоже могут уезжать. Ну а вдалеке виднеются построенные таунхаусы Зион. Ну, как я рассказывал, чуть ли не все они у нас разбронированы. Ой, не разбронированы, прошу прощения, а выкуплены. То есть там уже живут жители нашего города. Ну и вдалеке с левой стороны можете увидеть, виднеется у нас медицинский центр нашего города. То есть там мы проходим различные обследования. Скорая помощь у нас тоже есть. Частенько к нам приезжают спортсмены, проживают в общежитии, ходят, занимаются в спортивной зоне. Ну а в медицинском центре у нас и проходят различные реабилитации, диспансеризация. Вот это он тоже был построен. Ну и могли заметить, что в городе у нас нет ни одного светофора, ни одного большого рекламного баннера, но все места оборудованы такими круговыми движениями, чтобы легко можно было разъехать с машинами. Также у нас город, как Санкт-Петербург, строился по первоначальному плану. Сначала все продумали, потом решали застраиваться. Поэтому везде, где дорогу можно просто перейти, у нас есть такие подземные переходы, вот эти треугольнички справа и с левой стороны, которые уходят под землю. Да, рядышком с каждым подземным переходом, могли заметить, стоит у нас лифт. Если человек с инвалидностью или с коляской может зайти в этот лифт, ну и также в безопасности перейти дорожку под землей. Ну и в городе у нас находится 4 остановки, вон справа одну из них мы проезжаем. Каждый час с 6 утра до 10 вечера у нас ходит трансфер в Казань. Можно за 125 рублей в течение часа на таких больших, комфортных, ну как ваших, можно сказать, экскурсионных автобусах добраться до Казани. Ну и везде, куда у нас упадет взгляд, будет висеть по камере, поэтому здесь просто замечательно с безопасностью. Спокойно оставляем велосипеды на улице, их не пристегиваем. Если сидим в кафе, в ресторане, можем телефончик на столике оставить, но понимая, что с ним ничего не произойдет. Поэтому такая довольно безопасная зона.